Так что вот так вот. Давай еще, тема у тебя была с паспортами. Скажи, какая ситуация? Ну, вот. Да, да, хотел бы тоже обратиться. Вчера, по-моему, в Фейсбуке увидел вот руководитель крымско-татарского канала, АТР, по-моему, да, он называется. Напомни, пожалуйста, дедусик, его имя. Кого еще? Руководитель крымско-татарского канала. Э, Ленур Исламов или... Елки. АТР, который, ну, не помню, честно. Как нехорошо такое забывать. Его зовут Ленур Исламов. Его зовут. Ленур Исламов. Он у себя на Фейсбуке запустил вот такую идею, ну, мысль подал, которая уже давным-давно должна была быть реализована по факту, что на оккупированных восточных территориях Украины не прекращается раздача российских паспортов. И он предложил всем добровольцам поднять этот вопрос, чтобы всем добровольцам, которые защищают Украину, Адама Асмаева, там, Юрий Толопа, ребят с батальона шейха Мансура и другим защитникам Украины, чтобы дали паспорта в конце концов, потому что эти люди находятся в бесправном положении, абсолютно, вот как это прекрасно продемонстрировал случай с Тимуром Тумгоевым. И я решил поддержать Ленура Исламова в этом и тоже сказал, что было бы очень хорошо дать этим людям, которые реально заслужили гражданство Украины, и для них это просто жизненно важно. И для их семей, потому что это спокойствие в семье, это уверенность в завтрашнем дне. Конечно, конечно. И даже это отражается на самой службе. Да, это отражается на самой, например, батальон шейха Мансура, он там безвылазно там на передовой там бывает, да, финансирование, ну я как знаю, они не любят об этом говорить, я знаю, что ну вообще на волонтерах держится там своими средствами там что-то. Я там бываю, могу подтвердить, что на волонтерах. Да, да, да. И парни реально как бы ну, делают важное дело, да, помогают Украине. И не только они, и другие есть ребята. Ну, Юлия Толопа, она гражданка России, она айдаровка. Ну, я ее знаю через своего побратима, который сейчас тоже подписал контракт, пошел служить, но он украинец. Он совесть, как и я. Поэтому эта тема, она давняя с Юлией Толопой. Там же вроде бы как-то и пообещали, что-то даже как бы что-то сдвинулось. Но я смотрю, что при этом президенте, который уходит, ничего не сдвинулось. Есть надежда, что возможно, потому что это решение принимает президент. Это его компетенция. Да, ну да, этот указ можно подписать там одним росчерком пера. Президент имеет такие полномочия, да, на сегодняшний день сейчас Петр Алексеевич является президентом, да, это можно сделать. Петр Алексеевич обещал, когда вот выдали Тимура Тумгоева, да, и бойца шейха Мансура, Генеральная прокуратура обещала создать комиссию, я помню это все, я читал, наблюдал, видел документы, что создадут комиссию, ну там и создали комиссию, потом что-то там произошло нехорошее, что выдадут всем паспорта и так далее. Поэтому я хотел бы обратиться к властям Украины, к президенту, к гражданам Украины, чтобы вы не забывали своих защитников, чтобы вы в какой-то степени защитили их, да, защитников своих, чтобы дали им гражданство. И сейчас, пользуясь таким случаем, когда Россия, просто нарушая все международные договоренности, нарушая суверенитет по факту Украины, выдает гражданам Украины российские паспорта, упрощенной форме, там, ну просто выдают им. Пришел, заполнил анкету и тебе выдали паспорт. А потом придут их защищать, я понимаю. Да, совершенно, как это было в Южной Осетии, как это было в Абхазии. Вот я хотел бы обратиться, пользуясь случаем, пользуясь твоим вот эфиром, обратиться ко всем, чтобы тоже вырезали этот момент. Я тоже вырежу и выложу у себя на канале, чтобы на канале Reality, да, прорекламирую свой канал, чтобы тоже украинцы подписывались. Пожалуйста, конечно. И я бы тоже с удовольствием принял бы гражданство Украины. Учи украинский язык. Без украинской мовы это сложно. Да, без проблем. Выучим.